если сегодня государство не может восстановить, это не значит, что сегодня нужно взять все объекты, передать, значит, в частные руки. Здесь говорилось о том, что, значит, многие объекты передавались частникам, выдавались в аренду и так далее, но они не соблюдают сегодня условия договора. К сожалению, наше государство очень слабое и не может контролировать. Почему-то об этом мы в меньшей степени говорим, больше говорим, что кому-то нужно отдать. Но насколько дальше государство может контролировать соблюдение условий, значит, которое государство должно предоставить тому или иному человеку, значит, частнику, который берет, значит, этот объект. Ну, я, допустим, могу пример привести. Вот у нас есть Сухумская крепость, да, это один из самых значимых объектов. Ну, я не знаю, правда или нет, я как-то услышал, что собираются дать инвестору. Ну, типа, государство не может и так далее. Может, это была правда, может, нет. Была такая попытка. Да, была попытка, была. Но я думаю, что сегодня тоже, может, кто-то скажет, что это правильно и так далее, нужно дать, но я это не считаю правильным. Я, допустим, к своим коллегам обратился вот с такой, значит, идеей внести в бюджет. Мы внесли 15 миллионов рублей. Вы все знаете то, что там работы определенные были проведены. Сегодня есть возможность, значит, туристов туда привлекать. Сегодня сам объект уже должен выйти, значит, на самоокупаемость. Сегодня там будут продаваться билеты, там, значит, какие-то там есть секции лучников и так далее. Ну, какая-то жизнь, в общем, на этом объекте есть. И так должно быть. Я сейчас не хочу говорить о том, что государство все должно из чего реализовываться, из приоритетов. Сегодня мы смотрим, к сожалению, не все в нашем государстве, кто находится, значит, и принимает решения, не все понимают вообще значимость тех или иных объектов сегодня на территории нашей страны. Пусть кто-то обижается, пусть нет, но я считаю то, что есть у нас объекты, у нас не так много известных людей в Абхазии, которые известны во всем мире, которых знают, но их не так много. И объекты, где те или иные люди жили, я считаю, ну, нельзя передавать в частные руки. Это мое мнение. Их нужно, государство должно изыскать возможности, восстановить и дать возможность людям посещать их, чтобы это было, значит, там, дети имели возможность соприкасаться с историей, с культурой. Понимаете, мы говорим то, что дети у нас, многие говорим, да, то, что дети там растут не всегда, потому что мы не даем им возможность. Вот сегодня, да, у нас, мы говорим о том, что у нас нету памятника Килишбею там и так далее, потому что, когда ты читаешь в истории, а потом, когда у тебя есть возможность соприкоснуться с этим, это совсем другое. Когда сегодня будет возможность детей, значит, повести на экскурсию в тот же музей в Сухумской крепости, они по-другому будут воспринимать. Но нельзя все коммерциализировать и все переводить, значит, в частную собственность и так далее, если государство сегодня не может это. Да, сегодня не может, я не спорю, но не может, потому что мы не можем. Мы люди, которые находимся так или иначе, мы не можем это, не государство. Но за возможность завтра люди придут, которые смогут. Сегодня, я не хотел об этом говорить, но государство много денег тратит на командировочные, на бензин, ну, на те вещи, которые не в приоритете, к сожалению, так. Но лучше бы на эти деньги восстановить какой-то дом, музей чей-то, или это было бы лучше и полезнее.